Доброе утро, это телеканал Якутия-24. Вы смотрите новости в прямом эфире, смотрите в программе. Подготовка к стройке века. Делегация правительства провела выездное совещание на месте возведения Ленского моста в районе села Табага. Тотальный диктант 2021. Якутия может стать столицей всероссийской акции. Идет голосование. Игры Дыгына 2020, знаменитые состязания, все-таки состоятся в этом году в Якутске. Глава Якутии Айсен Николаев и руководитель Федерального агентства по государственным резервам Дмитрий Гогин подписали соглашение о сотрудничестве и информационном взаимодействии. Соглашение направлено на оказание поддержки правительству республики в случаях возникновения временных диспропорций между спросом и предложением на важнейшие сырьевые, топливно-энергетические ресурсы, товары народного потребления, а также на обеспечение поддержки Северного завоза. В рамках этого соглашения Якутия приобретет материальные ценности из объемов Росрезерва и восполнит республиканский резерв материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера. Сегодняшнее подписание как раз открывает нам широкие возможности обеспечения республики и продовольственными, непродовольственными товарами, медицинскими изделиями, лекарствами, то есть той продукцией, которая сегодня абсолютно востребована. По линии Росрезерва я уверен, что эти поставки в рамках Северного завоза вполне возможны, и они будут выгодны нашей республике и ее населению. Подписание сегодняшнего соглашения – это явный путь на вовлечение этого в хозяйственный оборот. То есть, когда бюджет передает бюджету, без всяких посредников, без всяких каких-то промежуточных вариантов, что даст, безусловно, и экономию финансовых средств для субъекта Российской Федерации. Накануне исполняющий обязанности первого зампреда правительства Якутии Дмитрий Бердников провел выездное совещание на месте возведения Ленского моста в районе села Табага. Делегация осмотрела площадку будущего строительства и маршрут, по которому будет проходить объект, а также обсудили первоочередные задачи. По итогам осмотра даны поручения, будет проведен ряд совещаний. Работа ведется, нужно только определить те точки, по которым необходимо выстроить систему задач и их решений. Ну и двигаться вперед к реализации проекта, который нужен и важен для всей республики, сказал Дмитрий Бердников. Надо сказать, что работа ведется. Нужно сегодня только определить те точки, на которых сосредоточить усилия, систематизировать работу, выстроить систему задач и систему решения этих задач, ну и двигаться вперед к реализации проекта, который нужен, важен для республики. Все это у нас укладывается в рамки поручения главы республики. В этих рамках мы сегодня работаем. Будем формировать дальнейший план нашей деятельности, включая все ведомства и министерства, включая все те структуры, которые должны быть задействованы в этой работе. Зарплаты работников бюджетной и муниципальной сферы начнут рассчитывать по единым требованиям, благодаря чему они не будут так разнительно отличаться от региона к региону и от учреждения к учреждению. Вместо властей и субъектов требования к системам оплаты труда установит правительство. Это определяют поправки в Трудовой кодекс, которые вступают в силу 20 ноября. Первые зарплаты, рассчитанные по новым правилам, получат медики. Кабинет министров уже разработал необходимый подзаконный акт. Якутия может стать столицей всероссийской акции «Тотальный диктант». С какими городами и странами республика борется за это звание, в материале Дмитрия Тымырова. Тотальный диктант в нашем регионе проводится с 2013 года. В первой акции приняли участие 750 человек. Тогда желающие писали всероссийский диктант на 2 площадках. Сегодня эта цифра увеличилась в разы. Почти каждый район Якутии ежегодно открывает свои площадки, чтобы присоединиться к всероссийской акции. За прошедшие 7 лет участие в тотальном диктанте приняло свыше 8 тысяч человек разных возрастов, национальностей, профессий, объединенных под одним девизом – быть грамотным,
это модно. Организаторы акции в этом году запустили голосование за право носить имя столицы тотального диктанта. Всего в голосовании представлены 3 зарубежных города и 10 российских, среди которых заявлена и столица республики, город Якутск. Голосование будет проходить до 24 ноября на официальном сайте акции totaldict.ru. Отдать свой голос может любой желающий. Это можно делать каждый день. Глава республики Айсей Николаев призвал жителей региона поддержать Якутию в этом голосовании. Столица нашей республики может стать главной площадкой прекрасного российского проекта «Тотального диктанта». Он пройдет в 2021 году. Наш город, читающий, грамотный, достойный стать столицей любого интересного проекта. И зависит это только от нас с вами. Отметим, сегодня в голосовании наш регион находится в 5 лидеров, и эту позицию жители республики могут закрепить и улучшить, отдав свой голос нашей столице. Если Якутск одержит победу, то это станет еще одним импульсом для развития нашего города. Ведь победа обеспечит дополнительную возможность для продвижения имиджа и бренда Республики Саха-Якутия. Кроме того, в этом случае в Якутск прилетит автор текста «Тотального диктанта 2021», популярный российский писатель Дмитрий Глуховский. Он хорошо известен аудитории благодаря серии постапокалиптических романов «Метро-2033», «Метро-2034», а также обширной книжной серии «Вселенная Метро-2033», в художественное пространство которой, кстати, включена Якутия как место обитания снежного человека. Акция «Тотальный диктант» ежегодно объединяет несколько слоев населения, людей от 7 лет и до самого пожилого возраста. В различные годы отличниками этой акции становились многие учителя республики, аппарата правительства региона, правоохранительных органов, банковского сектора и другие. Так что сегодня Якутия по праву может стать столицей тотального диктанта. Еще раз напоминаем, голосование проходит на официальном сайте totaldict.ru. Поддержи Якутию в этом проекте. Дмитрий Тымыров, Якутск. Форму дистанционного обучения продлили для студентов старших курсов СВФУ до 6 февраля 2021 года. Приказ подписал ректор университета Анатолий Николаев. ВУЗ, напомним, перешел на удаленку с 14 октября. Тогда срок был установлен до 1 декабря текущего года. Новое оборудование на сумму более 10 миллионов рублей закупили в детские сады Мирнинского района. Подробности далее. Вот эта деталь как называется? Зубчатое колесо. Молодцы, конечно, это зубчатое колесо. В свои 5 лет эти ребята знают, что такое втулка, штифт, блок или балка. А еще дети могут собирать роботов и знакомы с программированием. Малыши с 5 до 7 лет посещают кружок робототехники. Во втором детском саду он работает 3-й год. Робототехника помогает развить мелкую моторику, пространственное мышление, учит анализировать и работать в команде. Для проведения нашей дополнительной платной образовательной услуги у нас появились дополнительно наборы конструкторов Лего Видо разных серий и появились новые ноутбуки и программное обеспечение к ним. Развить мелкую моторику поможет не только робототехника, но и интерактивная песочница. Почему вдруг осень становится золотой? На занятиях дети помимо развития мелкой моторики снимают напряжение, а также познают мир, развивают мышление, воображение, память и речь. Ладошки так, не накрывай ротик. Именно интерактивное оборудование, оно помогает нам сделать так, чтобы занятия проходили интересно, творчески, и мы смогли добиться в максимально короткий срок нужного результата. 3 года назад, когда мы покупали только доски и 1-2 стола, 1 песочницу, мы затратили где-то 2,5 миллиона. Далее, когда мы опробовали это оборудование, увидели его достоинства, научились с ним работать, в 2019 году мы затратили 7,5 миллионов. В этом году уже благодаря нашим учредителям, которые нам выделили дополнительные средства, мы приобрели оборудование на 10,5 миллионов. Но я хочу сказать, что это не 1, не 2 каких-то комплекса, а это столько оборудования, которое мы можем, в общем-то, поставить в каждый детский сад.
Современное детство уже нельзя представить без умных гаджетов, компьютеров, планшетов и смартфонов. Последние дети осваивают быстрее, чем начинают говорить и писать. Поэтому использование интерактивного оборудования в дошкольных учреждениях имеет множество плюсов. Помогает развить самые разные способности и вызывает у детей больше интереса. Мария Флоренция, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». Единую информационную систему домов культур для модернизации и обратной связи с жителями создадут за счет фонда президентских грантов в районах республики. В Минкультуры Якутии сообщили, что республика участвует в исследовательском проекте под названием «Идентичность в типовом», который выиграл в этом году в конкурсе фонда. Благодаря этому сотрудничеству ведется разработка пилотного сайта, который объединит в себе все дома культуры в республике. Это не только систематизирует сведения о состоянии этих учреждений, многие из которых были построены еще в советское время, но и будет служить площадкой для предложений по изменению и модернизации домов культуры в республике. Молодежные инициативы рассмотрят в Нерюнгри. Стартовал ежегодный конкурс проектов. Представители молодежи могут выбрать одно из 3 направлений. Это патриотическое воспитание, развитие волонтерства и творческие инициативы. Любой молодой человек в возрасте от 16 до 35 может подать заявку и до 2 декабря отправить ее на почту отдела спорта, молодежной и социальной политики Нерюнгри. В конце года подведут итоги конкурса и наградят победителей. Если вы не знаете, как писать проекты или, например, хотите этому научиться, у нас в настоящий момент проходят онлайн-курсы бесплатно. Также можно написать к нам в Instagram Горнеру. Мы вам отправим ссылочку в нашу группу, в которой мы скидываем, скажем так, ссылки на вебинары на платформе Zoom, которые проводим, в том числе я буду спикером, и ребята, у которых есть успешный опыт реализации проекта, которые знают, как писать проекты, которые могут помочь бесплатно рассказать о том, как правильно заполнить паспорт проекта и подать заявку на грант. Финальные состязания по национальному многоборью игры Дыгына состоятся в Якутске с 5 по 6 декабря в Триумфе. Формат состязаний будет закрытым, онлайн-трансляция пройдет на телеканалах. В играх примут участие 12 спортсменов, соревнования пройдут по 7 видам спорта. Прыжки 3 на 3, якутская вертушка, масс-рестлинг, стрельба из лука, бег на 400 метров, борьба хапсагай, перенос камня. Жеребьевка по 6 категориям пройдет 5 декабря, а победитель получит 1 миллион рублей. Таковы новости к этому часу. Оставайтесь на канале Якутия 24, смотрите новости, будьте в курсе, берегите здоровье, носите маски.